Здравствуйте! В эфире Пятого канала информационная программа «Новости», в студии Татьяна Манова. Сегодня в выпуске. Правоохранительные органы следят за ночной жизнью в интинских заведениях. Ресторанам, барам и кафе, которые не соблюдают противоэпидемические меры, грозит наказание. Долгожданный ремонт уличного освещения в центре города завершен. Контролирующие службы проверяют качество выполненных работ. Покровители и защитники традиционных ценностей. Пример настоящей семьи, любви и верности. Артисты в образе муромских святых поздравили интинские супружеские пары с праздником. В республике Коми выросло количество кислородозависимых больных коронавирусом в 2,5 раза. В регионе продолжают открывать новые ковидные койки. Ежедневно коронавирус подтверждается почти у 300 человек, выздоравливает гораздо меньше. Растет число смертельных исходов среди зараженных ковидом. По данным Роспотребнадзора, на 12 июля в Инте число смертельных исходов среди зараженных ковидом увеличилось на 2. Всего с начала пандемии официально подтверждено 32 случая летального исхода у пациентов с коронавирусом. За последние 5 дней в Интинском округе выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. На стационарном лечении в инфекционном отделении Интинской ЦГБ находится 14 пациентов. Амбулаторно, оставаясь в условиях карантина с подтвержденным диагнозом COVID-19, проходят лечение 27 человек. Под медицинское наблюдение взяты 23 жителя округа. Всего с начала пандемии в Инте зарегистрировано 727 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 654 человека из числа проходивших лечение полностью выздоровели. Напомним, в Республике Коми введена обязательная вакцинация от коронавируса ряда категорий населения. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач Людмила Глушкова. Руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям поручено организовать вакцинацию сотрудников не менее 60% от общей численности до 6 августа 2021 года первым компонентом, а в срок до 27 августа вторым компонентом. Обязательной вакцинации подлежат категории граждан, которые работают в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты и обслуживания, торговли и общественного питания, транспорта общего пользования и такси, бытовых услуг, салонов красоты, косметических спа-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, предоставление услуг по временному проживанию, гостиницы, хостелы, гостевые дома, клиентских подразделений финансовых организаций, оказывающих услуги почтовой связи, многофункциональных центров предоставления услуг, культурных, выставочных, просветительских мероприятий, досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий, театров, концертных залов. Привиться от ковида должны госслужащие, работники органов власти и подведомственных организаций. Руководство Инты, врачи приглашают всех жителей округа, кто еще не сделал прививку, на вакцинацию. В Инте открыто несколько прививочных пунктов, работают мобильные бригады медиков. Вакцинироваться можно в многофункциональном центре, доме быта, центре занятости населения, в поликлинике. По заявкам работодателей врачи выезжают на предприятия. Центральная городская больница имеет в наличии необходимое количество вакцин. В Коми до 16 августа продлили ограничения по культурно-массовым и зрелищным мероприятиям. Также продлен запрет на работу ночных клубов и дискотек. Соответствующие изменения внесены в указ главы Республики Коми о введении режима повышенной готовности. В нем также прописаны все санитарно-противоэпидемические меры, которые должны соблюдать кафе и рестораны. В минувшие выходные правоохранительные органы проверили, как интинские предприниматели придерживаются предписанных норм. Сейчас Россия входит в красный список стран по эпидемиологической ситуации. Регионы ужесточают соблюдение мер по нераспространению коронавирусной инфекции. Масочный режим сохраняется на всей территории Республики Коми. При посещении заведений общественного питания посетители обязательно проходят входной фильтр, а весь персонал должен находиться в средствах индивидуальной защиты. Во время рейда правоохранительные органы в первую очередь обращали внимание на соблюдение данных правил. На сегодняшний день у нас танцплощадки запрещены, то есть проведение каких-либо дискотек у нас нельзя, категорически вот это вот. Значит, когда вы пришли в питейное заведение, вас в первую очередь должны проверить температуру, если у вас все в порядке. Вас должны встретить сотрудники в масках обязательно, предоставить вам дезинфицирующее средство, которым вы обработаете руки, вы проходите. Посадка столов должна быть с соблюдением социальной дистанции в 1,5 метра.
То есть также посадка за столом, если пришли одной компании, у вас посадка идет за один стол. Если вы пришли в разных, у вас посадка через стул, значит, через одно место за столом. Также обслуживающий персонал обязательно должен обслуживать в масках, в перчатках, пользоваться дезинфектором. В проверке заведений приняли участие не только сотрудники полиции, но и специалисты городской администрации. Время для рейда выбрали вечерний и выходной день. Далеко не во всех кафе были люди. Практически везде проверяющие видели пустые залы. Но отсутствие посетителей не является поводом игнорировать масочный режим. К сожалению, в некоторых заведениях сотрудников полиции встречал персонал без средств индивидуальной защиты. Про то, что необходимо проверять температуру у гостей, в некоторых кафе вспоминали только после вопроса: имеются ли у вас термометры. Администраторы, конечно, реагируют по-разному. У нас кто-то исправится, соглашается со всем, что да, действительно есть нарушения, в ближайшее время будет все устранено. Но некоторые, конечно, идут, так скажем, на конфликт, что у нас все-таки все есть, но на самом деле это не так, не соглашаются с нашими требованиями, говорят, что у них все в порядке. Из 5 проверенных предприятий общественного питания в 2 выявлены нарушения. В 3 соблюдаются необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия. В ресторанах, где были гости, рассадка людей производилась через стол. Антисептики и термометры имелись в наличии. Через один, посмотрите, видно, вот, пожалуйста, молодой человек сидел, заказал столик, и через один столик, пожалуйста, смотрите. Не танцуют у вас? Нет. Нет, предупреждены, знаем. Музыка просто играет, танцевать не даем. Температуру посетителей меряете? Да. Меряем. Самих меряем, журналы есть, все отличается, все есть. Напомним, что за несоблюдение санитарно-противоэпидемических мер суд вправе применить административное наказание до 500 тысяч рублей или приостановить деятельность заведения на срок до 90 суток. В ходе рейдовых мероприятий сегодня был выявлен ряд нарушений. Значит, есть, конечно, заведения, в которых все соблюдено, а есть заведения, в которых есть нарушения в том же самом виде отсутствия антисептиков, отсутствия термометрии, то есть входного контроля. Также были проверены наличие масок у обслуживающего персонала. Их тоже не было в некоторых заведениях. Но в целом, в принципе, есть к чему стремиться. Санитарные нормы сейчас нужно соблюдать, потому что у нас рост заболеваемости идет. Будут приняты соответствующие меры. Сейчас в Республике Коми введена обязательная вакцинация от коронавируса ряда категорий граждан. В список также входят работники сферы торговли и общественного питания. Им необходимо до 6 августа сделать прививку первым компонентам. Завершился ремонт уличного освещения вдоль автомобильной дороги по улице Мира. Установлено более 40 новых современных опор и 56 энергосберегающих светодиодных светильников. Смонтирован самонесущий изолированный провод. Специалисты УЖКХ и городской администрации приступили к приемке работ, которая проводится поэтапно и будет длиться несколько дней. Работы по замене опор со светильниками проводила подрядная организация «Общество с ограниченной ответственностью. Наше время». По словам руководителя строительной фирмы Виталия Ладыгина, проблем, связанных с нехваткой спецтехники, оборудования, рабочих, не было. Поэтому контракт выполнен досрочно, ранее на неделю. Опоры освещения старые, которые мы демонтировали, были в очень плачевном состоянии, в очень плохом, скажем так. Светильники, они уже давно свое тоже отжили уже. На самом деле сейчас внедрили новые технологии, то есть подвесили новый провод СИП, новые светильники, 56 светильников, значит, мачта освещения 41 штуку поставили. То есть я надеюсь, что линия освещения будет. У нас еще такой момент, если обратить внимание, светильники светят еще на двойные, на тротуар. То есть раньше этого не было. То есть сейчас будет комфортно ходить и людям по тротуару в темное время суток. На данный момент претензий к подрядной организации нет. Сотрудники УЖКХ и городской администрации вели контроль на протяжении всего периода выполнения ремонтных работ, начиная с закупки строительного оборудования до его установки и подключения.
Качество работ оценивается у нас постоянно с начала выполнения работ. По контракту это 15 мая у нас было, к работам приступил подрядчик, закупка материала производилась, потом установка, подключение, проведение кабеля СИПа. Естественно, это все контролировалось постоянно, все замеры производились, скрытые работы тоже делались. Приемка у нас производится в 2 этапа. Вот сегодня мы вышли, завтра мы выйдем на замеры, именно по ГОСТу будем замерять специальным оборудованием, и специалисты уже электрики конкретно все просмотрят, пробьют, чтобы вот не было тока, как вот у нас была небольшая проблемка вот по Куратово в том году, током било, неправильно подключены кабели. Ну вот завтра это все будет проверено. Дальше также подрядчик предоставит всю документацию, будут проверяться на соответствие сертификаты по ГОСТам, по СНИПам, и потом уже будет производиться оплата. Современное наружное освещение вдоль улицы Мира индинцы смогут оценить в августе. По словам исполняющего обязанности главы городского округа руководителя администрации Григория Николаева, уличное освещение в Инте включается по графику в соответствии с временем года. Все установленные лампы будут светить белым светом, а не как ранее вперемешку с желтым. Была разница в цветах. Тут был теплый желтый свет, а на новой линии у нас уже на той части Мира был уже такой холодный свет, и энергосберегающие лампы стояли. Мы в прошлом году в рамках комфортной городской среды закупили материал, 41 опору и 50 с лишним светильников, провод. А в этом году в рамках уже местных средств заложили средства на этот год и поменяли. То есть мы закончили улицу Мир в этом году. Модернизация, ремонт уличного освещения в Интинском округе проводится для уменьшения аварийных ситуаций на дорогах и для комфортного, в первую очередь безопасного пребывания людей на улице. От жителей Интинского округа периодически поступают жалобы на перебои холодного водоснабжения в многоквартирных жилых домах. В социальных сетях люди пишут об отключении, слабом напоре и плохом качестве холодной воды. Сотрудники Пятого канала обратились за комментариями к руководству ресурсоснабжающей организации. По словам заместителя директора общества с ограниченной ответственностью «Акваград» Сергея Мороз, причиной временных неудобств, связанных с подачей холодной воды, могли стать ремонтные работы, проводимые на сетях. В этом году специалисты планируют заменить около 2 километров старого металлического трубопровода на пластиковый с большим диаметром, что позволит уменьшить количество аварийных ситуаций и улучшить качество питьевой воды. В эксплуатации у «Акваград» находится более 100 километров водопроводных сетей, более 90 километров канализационных сетей, головные водозаборные сооружения, очистные сооружения, насосные станции, артезианские скважины. Это все имущество обслуживается у «Акваград». Данное имущество имеет естественный износ, к сожалению, большой срок службы уже прошел. «Акваград» ведет работу по замене определенных участков сетей согласно производственной программы, согласно инвестиционной программы. Но возникают также аварийные ситуации. В связи с этим, естественно, мы вынуждены отвлекаться на это, устранять их в непредвиденное время. Вот. В связи с этим производится, естественно, ограничение, где-то прекращение, но в рамках времени, предоставленного нам законодательством, на перерывы в случае возникновения таких ситуаций. Что касается перебоев в поставке ресурсов. Что касается качества воды, качество воды у нас на протяжении длительного времени уже где-то больше 50 лет оно остается в таком же состоянии. В настоящий момент ведутся работы по подготовке проектной документации, по оборудованию головных водозаборных сооружений, основного нашего источника воды, поставляемого в город на оборудование на его территории водоподготовительных установок, которые позволят улучшить качество воды до санпиновских норм. На сегодняшний день вода надлежащего качества. Ежедневно ведется специалистами лаборатории контроль за качеством воды. Данная вода проходит обеззараживание, то есть с помощью хлора, то есть ведется ее контроль на предмет безопасности для наших потребителей. Вот. Ведутся работы по замене водопроводных сетей. Значит, старые сети в металлическом исполнении меняем на пластиковые трубы, которые будут служить дольше время и будет уменьшение, естественно, возникновения аварийных ситуаций. Поэтому при возникновении
вопросов у потребителей касаемо качества воды. Бывают, я понимаю, разные ситуации. Прошу обращаться в аварийную диспетчерскую службу «Акваграда», а также к диспетчерам своих управляющих компаний, чтобы мы могли совместно реагировать своевременно на данные ситуации, выезжать, выяснять обстоятельства и принимать соответствующие решения. Предприятие активно готовится к следующему отопительному сезону. Выполняется огромный объем ремонтных работ производственного оборудования и сооружений общества с ограниченной ответственностью «Акваград». Ежегодно в рамках инвестиционных программ и выделенных Республикой Коми субсидий производится замена водопроводных и канализационных сетей. В течение уже 2 лет службы республики по тарифам были изучены наши технико-экономические документации, показатели, в результате чего было принято решение о субсидировании нашей отрасли в связи с тем, что многие абоненты, основные потребители, такие как шахты, ушли с нашего рынка. Естественно, доходность «Акваграда» из этого упала. Было принято решение субсидировать данные виды услуг. Также республикой выделяются субсидии на инвестпрограммы, в которые закладывается замена определенных участков. То есть таким образом в 2000 году было заменено порядка 2 километров водопроводных сетей, где-то около до километра канализационных сетей. Еще раз повторяю, что если была замена металлических трубопроводов на пластиковые трубопроводы, более новые, более современные. На этот год у нас тоже заложено по производственным показателям где-то порядка до 1 километра производственной. И сейчас вот мы объявили конкурс и ведется уже работа, начата работа по замене магистрального трубопровода, касающегося, это располагается он в районе по улице Куратова, в районе промышленной, с улицы Промышленной, вот километр и 50 метров, где-то так будет заменено тоже на пластиковую трубу большего диаметра, имею в виду не такие диаметры, которые у нас внутри городские, вот, что, естественно, позволит нам тоже уменьшить аварийность и будет влиять, естественно, в том числе и на качество воды, потому что мы понимаем, что металлические трубы долгое время не менялись, они имеют свою определенную коррозию, что влияет, естественно, тоже на качество воды. Также будут производиться ремонтные работы и зданий, сооружений, и оборудования, включенного в систему производства по выработке воды, да, и по приему сточных вод. Тоже ведется замена запорной арматуры, замена агрегатов, то есть обслуживание, ведется подготовка к отопительному сезону, естественно, 2021-2022 года. Все эти работы производятся, граждане могут видеть, наверное, это уже по тем работам и раскопкам, которые ведет «Акваград», в том числе и тепловая компания. То есть это все делается для того, чтобы в отопительный сезон 2022 года, 2021 года мы прошли с меньшими авариями, чтобы было меньше перебоев в поставке ресурсов. Ремонтные работы в самом разгаре. Для устранения утечек на системах водоснабжения в некоторых случаях производится отключение потребителей от холодного водоснабжения. Это необходимое требование технологического процесса. Иногда такие работы позволяют предотвратить серьезные аварии, связанные с более масштабными и длительными отключениями. Горожанам стоит с пониманием отнестись к подобным ситуациям. В Инте продолжаются ремонтные работы. Пока погода позволяет, коммунальные службы трудятся в усиленном режиме. Приводятся в порядок автомобильные дороги, общественные и придомовые территории. ЖЭКи благоустраивают дворы. Управляющая компания «Звезда» ежегодно занимается ямочным ремонтом обслуживаемых территорий. Так называемым холодным асфальтом заделываются многочисленные выбоины на проезжей части возле многоквартирных домов. Благоустройство придомовых территорий выполняется в рамках текущего ремонта и содержания. Управляющая компания «Звезда» тесно сотрудничает с обществом с ограниченной ответственностью ВОСТом. Организация имеет необходимые строительные материалы и спецтехнику. Работа выполняется качественно и в короткие сроки. Дворовые территории мы ремонтируем ежегодно, безусловно. В прошлом году холодным асфальтом мы сделали 2 дома, Мира 61 и Морозова 12. По затратам это обошлось в 300 тысяч рублей. Это полный объем работы. То есть они приезжают, сами вычищают, вырезают, асфальтируют и уезжают. То есть и двор, так скажем, становится уже в более-менее надлежащем состоянии. То есть дворы определяем по мере необходимости
ремонта. В этом году мы продолжили Морозова 12, так как дальше началось разрушение уже других слоев асфальта, чтобы двор совсем нам не потерять, поэтому вот остальные, так скажем, выбоины заделали. И вот решили в этом году сделать Мира 59. Но Мира 59 дом очень большой, длинный, поэтому здесь ремонт обойдется где-то одного двора, порядка там 300-350 тысяч. Вот. Но Северстройинвест идет на контакт, в общем-то, и даже рассрочку предоставляет, поэтому, в принципе, все реально, так скажем. А на следующий год вот планируем делать Мира 69. В этом году хотели сделать, но все-таки решили не будем, потому что водоканал здесь территорию раскопал. Надо, чтобы они сначала свое благоустройство сделали. И на следующий год в планах УПАУТ и плюс они будут делать теплотрассу от парка Шахтерской славы и вдоль Мира 59 и 69 дома. Поэтому, возможно, будут еще какие-то дополнительные разрушения, поэтому посмотрим. Все-таки грузовые автомобили будут ездить. Так что посмотрим, как будет выглядеть на следующий год. Сотрудники управляющей компании «Звезда» внимательно следят за состоянием придомовых территорий. Обследование дорожного полотна проводится регулярно. Во многих дворах есть выбоины и ямы. Асфальтовое покрытие постепенно изнашивается и разрушается. Требуется ремонт по разным адресам. В рамках текущих работ приводятся в порядок самые проблемные участки. К сожалению, далеко не все собственники жилья заинтересованы в благоустройстве своих дворов. Особенно автомобилисты, которые на время проведения ремонтных работ не могут убрать свои машины. Хотелось бы обратиться к жителям. То есть мы вчера развесили объявление о том, чтобы жители убрали с утра автомобили. То есть мы видим, что автомобили до сих пор стоят. Мы обзваниваем жителей, не знаю, то ли им лень, то ли не хочется. Для них же делаем территорию. Вот мы с утра щеткой чистили, извините, дворники своим телом закрывали автомобили, дабы камни не попали в их машины. Но это, конечно, совсем неправильно. То есть стараемся же, работаем. Можно как-то тоже нам идти на уступки, хотя бы убрать свой автомобиль с территории. По словам директора управляющей компании «Звезда», ямочный ремонт двора не занимает много времени. Дорожная бригада старается не затягивать работу. Как правило, специалисты приводят в порядок придомовую территорию за день. В День семьи, любви и верности в Инте прошла необычная акция. Сотрудники Дворца культуры и техники примерили на себя образы святых Петра и Февроньи Муромских, покровителей семьи и брака, и поздравили интинцев с праздником. 8 июля в нашей стране отмечался День семьи, любви и верности. В России этот праздник связан со святыми Петром и Февронией, супругами Муромскими, которые пронесли любовь друг к другу до последних минут жизни. Именно эти чудотворцы считаются на Руси покровителями всех влюбленных, брачных союзов и семейного очага. Сегодня, как известно, День семьи, любви и верности. Символом этого праздника является ромашка. Именно поэтому мы с Февронией ходим и поздравляем жителей города и вручаем им ромашки. Мы с Петром хотим поздравить наших дорогих жителей с этим прекрасным праздником. Планируем подходить, поздравлять, дарить ромашки, желать всего самого наилучшего, чтобы любовь жила внутри. Петр и Феврония дарили интинцам свои поздравления. Горожане с улыбкой принимали теплые слова. От артистов интинцы уходили с прекрасным настроением. Ведь приятно просто, идя по своим делам, получить пожелания всех благ и любви. А вы знаете, какой сегодня день? Да. День семьи. Правильно. А что является символом этого дня? Вы знаете? Символом? Символом этого дня. Может быть, какой-то цветок? Цветок, ромашка? Совершенно верно. Абсолютно точно. А мы хотели бы вам вручить замечательный букет ромашек, пожелать в этот день, конечно же, счастья, любви и благополучия. Спасибо. С праздником вас! Спасибо огромное. Спасибо. Очень приятно. Спасибо. Некоторые горожане не оставались в долгу и в ответ дарили свои поздравления Петру и Февронии. По мнению интинцев, в нашем городе почаще нужно устраивать такие акции и прославлять простые семейные ценности. Я хочу молодым всем пожелать любви, семьи и верности. Сейчас молодежь не очень стремится выходить замуж, а это же красиво. Сделать свадьбу, еще сделать ее по традициям народа коми. Красиво? Конечно. И от всей души желаю всем нашим молодым людям, которые пытаются создать семью, чтобы им сопутствовала удача в этом. Спасибо вам. Спасибо вам большое.
За время проведения акции сотрудники Дворца культуры и техники раздали более 20 букетов из ромашек. Позже в театральном сквере на аллее «Вера, Надежда и Любовь» прошло небольшое мероприятие для молодоженов Читы Глушковых. Молодые люди расписались 18 июня, а в праздник сотрудники ЗАГСа пригласили их на торжественную церемонию. Руслан и Елизавета знакомы давно, но встречаться стали не сразу. Знакомство постепенно переросло в дружбу, дружба в симпатию, чувства стали крепнуть, и вот они, счастливая семья. Познакомились там уже давно? Мы очень давно знакомы, долго не общались, а познакомились. Еще раз познакомились? Да, повторно. Я приехала мыть машину к нему и познакомились. Но мы, видимо, созрели к семье уже. Так подумали, решили. Сквер за Дворцом культуры – место, куда традиционно наведываются интинские молодожены. Именно здесь ежегодно отмечается День любви, семьи и верности. Молодые пары чествуют приглашенные гости, которые дают свое напутствие в семейной жизни. Я сегодня могу вам смело говорить добрые слова напутствия в вашу семейную жизнь. Потому что у меня богатый семейный опыт. Я прожила с мужем ровно 57 лет. И только смерть нас разлучила. Ну, не будем о грустном. Что такое семья? Это 7 «я». Это Лиза, это Руслан, это родители Руслана и родители Лизы. В год столетия вы создали свою семью. Так вот, чтобы ваша семья прожила счастливо 100 лет, любя друг друга. Вот у нас 33, как говорится, 30 лет и 3 года, да? Поэтому живите счастливо. Любите друг друга, цените друг друга. Самое главное, доверяйте друг другу и учитесь прощать. Это самое главное. И хочу сказать, что если взять любовь и верность, к ним добавить чувство, нежность, все умножить на года, получается, что семья. Вот у вас семья, поэтому счастья вам, всего хорошего. Впереди у Руслана и Елизаветы долгие годы семейной жизни, которые будут счастливыми. Молодожены не загадывают вперед, но говорят, что их брак непременно будет удачным, а дни наполнены весельем. Домашний очаг, уютно, чтобы было взаимопонимание, уважение. Ну и любовь, конечно. Ну, конечно, любовь. Это все вместе вкупе, это любовь. Да. Молодожены в сопровождении ведущих праздника Петра и Февронии гостей прошлись по дорожкам сквера. Они задержались у арки исполнения желаний. Что загадала чита Глушковых, осталось тайной, но их мечта связана с будущей молодой семьи. Завершился праздник очень символично. Все семейные пары и гости праздника закружились в медленном танце. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите новости на 5 канале и будьте в курсе значимых событий Инты. Всего доброго и до свидания.